В прошлом выпуске мы познакомили вас с первым днем самого экстремального марафона «Полюс холода». Участники бежали дистанции 5, 10, 15 и 21 километр. Также я на себе испытал беговую трассу на дистанции в 5 километров. В этот же день, ближе к вечеру, по завершении забегов, состоялась футбольная встреча. На заснеженной площадке встретились сборная воспитанников Тамторского ДЮСШ и сборная легенды российского футбола Алексея Смертина, в которую также входили участники марафона «Полюс холода». Эту игру запомнят как и тамторские школьники, которым посчастливилось сыграть на одном поле с Алексеем Смертиным, так и сам Алексей, потому что играть пришлось на поле, покрытым глубоким снегом. Ёлки-палки. Так здесь же снега. Мяч. Слушайте, шансы уравниваются. Я думал, что мы выиграем эту калитку, обыграем, а здесь уже не обыграешь, здесь уже физуха нужна. А физуха мне пригодится завтра. Я буду... Парни, вы еще побегайте здесь, чтобы, когда мы атаковали, здесь поменьше снега было. А нам физуха завтра пригодится. Поэтому в экономном режиме. Не, сегодня бегу. Тогда у вас с центральным полузащитником самая объемная работа. Так как вы сегодня всего 21. Ну, не бегал, не сыграл гол. Гол тоже. А вы завтра сколько? 42. 42. Так, значит, вы играете нападающим, а я защитником. У меня полтинник завтра. Все, договорились, без проблем. Шутка, пойдем. Так, это ребята, один пробежал, другой завтра. С десятка он? Нет, 21 было. 21 сегодня. Да, тогда чуть добавим. Так, Завтра. и 6. 7 на 7 просто играем. Команде Надежда Тамтора, наш физкульт. Привет! Команде напротив. Физкульт. Привет! Да, это жалко. Извини. Брат, извини. 5 метров, да.
По одному? Нет, Съел, Я вот так. Давай, давай. Не бойся ты. Вчера по одному удара. а вы не могли перед игрой так его почистить? Это замысел. Вань, какой код? Пин-код какой? 23. Айкар, волтовали. Ходишь на футбольное поле не просто так, не ради удовольствия. Это понятно, оно приходит, это правило пост. И не важно результат, а именно самоотдача. Ты выходишь для того, чтобы действительно максимально показать, на что ты способен в коллективной игре. Вот мы сегодня действительно стремились, и ребята, мы как назвали Надежду Тамторо, вот, они показали, продемонстрировали не только характер, но еще мастерство. Вот, как иллюстрация, это вот этот гол, который не забили угловой, такое впечатление, что они наигрывали домашнюю, знаете, заготовку. Подача, вот, выпрыгивает головой, как Джон Терри, я помню, ну, либо там как Евсеев против Уэльса, когда мы играли сборной России против них. Вот он выпрыгивает, зависает и забивает в мяч. Ну, то есть это очень круто, на самом деле, для детей, представьте, какая память, да и для нас. А так как мы, ну, не хотелось просто так погонять мяч, а хотелось на интерес, вот, он проявлялся, как у нас в детстве проявился в том, что кто проигрывает, тот, соответственно, встает в ворота, нагибается и получает мяч, ну, вот, в пятую точку, что и был. И вот счет вот, моему партнеру по команде. Благо, он пробежал 21 километр, причем заканчивал с голым торсом, поэтому ему можно принять от такого. А нам еще бежать завтра, поэтому нам травмы вот не нужны. Одной психологической и так достаточно. Спасибо. Ребят, можно? На бабуся. Играющий, спросите, в каком клубе играл, что за темная лошадка. Ну, правда, два момента, но решить исход встречи. Да, нам можно туда, конечно, показать, так как эмоции. Алексей Геннадьевич, расскажите, мы знаем, что вы перед поездкой сюда на полюс холода по заснеженному московскому лесу пробежали, да, 42 километра. Вот да. Какие у вас были, ну, вот к чему вы готовились и вот по факту что получилось? Да, касательно Аймикона, то я, конечно, ждал эту поездку, я функционально довольно готов, но основной у меня старт, ну, все же, как ни крути, 1 мая, суточный бег, это такой серьезный, более того, я хочу пробежать достойно, на результат, и здесь, конечно, тренер учитывал то, что мой тренер по суточному бегу, что я бегу Аймикон, но нисколько не стал менять программу. Вот, и как было по плану 42 километра, потому что у меня идет каждую неделю, каждый выходной с наращиванием. До этого я пробежал 40, до этого 38. Каждый выходной следующий на 2 километра больше, и 42 пришлось бежать. Причем я приехал из теплой страны, и крайне тяжело мне дался этот забег. Но я не филонил, потому что понимал, что ну, как бы, ну, я привык слушать тренеров. У меня их 19, включая его 20. То есть ну, футбольный, понятное дело. И я привык, за что уважали меня тренеры, за дисциплинированность и за исполнительность. Мне сказали играть, скажем, защитника, я буду играть. Дадут перчатки, я встану в ворота. Сказали пахать, я буду пахать. Ну, то есть в этом как бы и отличие мое было от многих, потому что я исполнительный довольно-таки. И он мне сказал бежать 42 километра. Я подумал, что долго, много, вот, тем более за 5 дней до старта, но все равно побегу. Поэтому была возможность у меня восстановиться. Я максимально использовал эти дни. Но вот сейчас поиграл в футбол, но опять-таки это в удовольствие, скорее всего, эмоциональный фон, который мне необходим, потому что бег все-таки он идет некое такое закисление головы, в конце концов. Футбол — это импровизация, как ни крути, я люблю, я игровик. Вот при этом бег я вижу как некий такой, как медитативная сущность для меня, безусловно. И я вот с этими мыслями о том, что вот какой я там на полюсе холода, вот я и приехал сюда. То есть не побеждать даже, скорее я побеждать буду себя самого и буду бежать, но насколько смогу, ну, понятно, что не буду себя убивать полностью, потому что ну, у меня цели другие. Вот. Но попробовать себя на максимальной скорости
при максимальной температуре. И даже, знаете, без кокетства скажу, что я немножко расстроился, что довольно тепло. То есть мы с вами сейчас общаемся спокойно на улице. У меня открытое прямое дыхание. Вот я же предполагал, что здесь будет, ну, как бы сложнее. Правда, завтра утром ранний старт и будет ниже температура. Потому что я хотел, вот ты в Сахаре плюс 47 бежал. Я даже кроссовки, вот в этих, которых играл, я в них бежал Сахару. И думаю, скорее всего, я в них побегу и Аймикон. Я к тому, что вот я подумаю, какой я вот на холоде, вот какой я здесь. А так как действительно вместо силы, то я буду один, скорее всего, бежать там. И я привык в Сахаре быть один, а эти климатические условия, которые в Якутии, они мне привычнее, потому что я из Сибири, я привык к зиме, привык к снегу. Вот поэтому здесь я чувствую себя как дома. Ну вот легендарные кроссовки, которые прошли 252 километра по пустыне Сахара. Да. Вот, будет ли какой-то апгрейд перед зимней пробежкой, перед марафоном? Да, я вот подумал еще, пока не решил, в каких побегу. Я в них сегодня не бегал, я попробовал в других, поэтому апгрейд вы имеете в виду в кроссовках. Ну, что-то будет дополнительное добавляться. Да, безусловно. Бывает, что спортсмены сверху надевают теплые носки. Да, как раз и будут некие такие бахилы, которые сверху будут надеваться для того, чтобы ахиллы прежде всего не замерзли. Потому что если ахиллы замерзнут, то я не смогу бежать. Это основной, скажем так, рычаг для передвижения. Поэтому я уже пробовал сегодня, я их надевал на кроссовки, и, в принципе, очень эффективно. Но это, опять-таки, было 6 километров всего, а завтра будет 50. Ну ничего, в целом я проверил кипу свою, экипировку, и понял, в чем я побегу. Вот, и мне кажется, я не должен ошибиться. Я ошибался здесь, на футбольном поле, а дистанция в 50 километров не прощает ошибок. Здесь можно. Футбол это и состоит из ошибок. Вот, а там, конечно, их нужно минимизировать. Спасибо. Мы желаем вам успехов. Алексею Смертину! Уруй! 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 После игры Алексей провел автограф-сессию уже в здании Тамторской ДЮСШ, подарив детям незабываемые впечатления. Старт на марафонские дистанции был назначен на раннее утро, когда столбик термометра фиксировал минимальные температуры. Итак, раннее утро второго дня здесь, в Аймиконе, около стелы, наверное, самая знаменитая стела, которую знают во всем мире. Стела полюса холода и, конечно же, бык холода здесь. Сегодня будут наблюдать за стартом второго дня. Напомню, сегодня бегут самые длинные дистанции. Это 42 километра и 50 километров. Участники сейчас разминаются. Ну, конечно, мороз, который сейчас на улице, этому способствует в большей мере. Ну и буквально через некоторое время, буквально минут через 15-20, состоится старт второго дня. После напутственных слов звук стартового пистолета дал старт самому холодному марафону в мире. Старт состоялся. Спортсменам предстоит преодолеть десятки километров по леденящим просторам Аймиконья.
Ну а мы, в свою очередь, прежде чем выехать к месту финиша, хотим познакомить вас с одним интересным объектом в Оймеконе. Нельзя не отметить один такой очень красивый объект, который появился сравнительно недавно, но уже стал очень известной достопримечательностью Оймекона. И он находится на въезде. Символично, что, конечно, туристы в первую очередь при въезде на полюс холода видят вот эту вот замечательную статую быка. Это сквер полюса холода. Он установлен в поселке Оймекон. Самая точка холода земного нашего шара. И это сквер установлен с помощью ювелирного дома Керги. Александр Кириллович, он поддерживает туризм Республики Саха-Якутия. Это находится прямо при въезде в село Оймекон. И это такая красота, получается, минус 71,2. Это, конечно, точка притяжения для туристов. Аккуратно объезжая бегунов, мы выехали к месту финиша в село Тамтор. И пока бегут наши спортсмены, хотелось бы познакомить вас с парой мест для обязательного посещения на полюсе холода. Друзья, одно из мест, которое просто нужно посетить, находясь на полюсе холода, это резиденция Чисхана. Это якутский Дед Мороз. И я думаю, что вы видели, в том числе и на марафоне, он встречает всех финишеров. И, конечно, сейчас мы подходим именно к тому месту, где он обитает. И давайте мы посмотрим, что находится внутри вот этой горы. А вы находитесь в ледовой резиденции Чисхана, которая находится на священной горе Эбяхая. Ледовая резиденция Чисхана работает круглогодично. Длина коридора 110 метров и держит температуру минус 10 градусов. Круглогодично держит. Плюс-минус на 1-2 градуса может поменяться. Это летнее время. Да? Ну и имеет 8 кармашков. Мы их называем залами. Они имеют свои предназначения. Поэтому я расскажу, покажу. А так, в основном туристов, посетителей интересует натуральная, естественная красота растущих кристаллов. И вот эти кристаллы вы можете увидеть уже с первого коридора. Они начинаются отсюда, это пышные снежинки, да? Потом, как они превращаются в кристаллы, мы увидим дальше. Это натуральные. Здесь мы ничего не трогаем. Просто когда человек восхищается, и природа, она действительно то, что жива, она это доказывает, она показывает с каждым разом, все лучше и лучше становится. Много людей посещают летнее и зимнее время, но она все равно держит свою красоту. Люди пробуют на вкус, люди видят вот эту красоту. Стих кто-то хочет прочитать, кто-то танцевать хочет. И первый зал рассказывает о ледниковом периоде Оймекония. То есть еще до нашей эры первыми, кто ступили на нашу землю и жили, это мамонты и носороги. И представим настоящие артефакты. Шерстистый носорог, рога бизона, они найдены у нас в Оймеконском улусе. То есть они? Да, они настоящие. А вот голова мамонта и череп лошади и пещерного медведя привезли с Абыйского улуса в 23 году. В 23 году как раз нашли Владимир Малакшин. Они обещали привезти и свое слово сдержали. Привезли, прямо установили. Поэтому это настоящий артефакт. Это, ресепшн. И зона для фотосессии, да. Ну и здесь, только в ледовой резиденции, можно найти писающего мальчика в ледовом скульптуре. Можно увидеть, найдете. Ну и кристаллы как меняются, в каждом коридоре они меняются, они не повторяются. А в следующем коридоре уже занесли кустики, и можно увидеть, как они растут в кустиках. Если они в первом коридоре прямо самого камня росли, то здесь уже они из кустиков как растут. Можно даже почувствовать запах кустов. Здесь гораздо теплее, чем на улице. Да, минус 10, сравните. Всегда, поэтому, круглый год. Да, круглый год держит температуру, поэтому зимой можно согреться,
а летом можно охладиться, да? А это ледовый бар. Рыбы, которые видите на столе, под столом, и складированы все этой рыбы, которые обитают в наших реках и озерах. Такие сиговые рыбы обитают в нашем озере, неразгаданной тайной озере Лабынкыш. Да? Ну и обычно здесь проводится дегустация национальных блюд. Тоже проводится строганина, якутское мороженое кёрчах проводится. А ледовая резиденция действует вот уже 2000 года, 2002 года, да? А с 2019 года концепцию немножко поменяла, и поэтому в каждой комнате скульптуры, они уже сделаны все заново, да? Но вот эти герои, им в этом году 20 лет, как они стоят. В 2006 году сделаны. Им в этом году 20 юбиляры стоят. Ничего себе. Чисхан и Харчана. Видите, как они сохранились, да? Классно сохранились. Иди. Температуру можно увидеть вот по этому термометру. Сегодня какая температура? Так, Да. сегодня у нас минус 10. Ага, раз минус 10, да? Ага. Ну и это зал релакса. До прихода крестьян у наших предков не только продукты питания было натурально, но и быту все использовали натуральные. Да? У нас не было пуховых одеян и перин. Вместо этого использовали шкуры оленя, жеребенка, медведя. Да? И это комната релакса, если человек или полежит, или посидит на этой кровати, или на этой скамеечке, приобретет силу и энергию. Дух горы поделится силой и энергией. Можно полежать, можно посидеть. Здорово. Ну и, конечно, зарядить. Если у вас есть свои обереги, можно зарядить. У кого есть хомусы, играют на хомусе. У кого какие-то, можете поэтому подзарядиться. Пройдите. Здорово. Так, попробовать можно, да? На, попробуйте. Комната релакса. Этот зал – 7 чудес Аймеконии. Аймеконский улус имеет 7 наслегов, и в каждом наслеге имеются места силы природы. Это наши горы, это наши водопады, озеро Лабынкыр, да? И все это можно увидеть в этой комнате, но только в ледовой скульптуре, да? На первый взгляд, смотрите, вот это арка, да? А если присмотреться, это что? Присмотритесь. Это как будто на зубы Да, похоже, да? Да, на зубы. Это челюсть, да. Это одна из легенд озера Лабынкыр. Рыба, которая унесла ребенка, когда кочующий венский народ, они подошли к озеру ночью поздно, и они, забыв про дух горы, они начали готовиться к ночлегу, они начали, забеспокоили, да, вот. И говорят, они пока готовили шум, гам, они были очень рады, что будут уже отдыхать, да, от езды. И тогда, видимо, духу горы озера это не понравилось, и из середины озера вылезла большая рыба, которая унесла ребенка. И на следующий день, и тогда только поняли родители, что допустили ошибку, да. На следующий день разными премудростями дедушки выудили эту рыбу, и говорят, скелет этой рыбы, особенно челюсть этой рыбы, очень долго лежала, говорят, у озера. И она была такая огромная, большая, когда его поставили вот таким образом, человек, сидящий на олене, свободно проходил через этот челюсть. Вот такая большая была поймана рыба. Это размер оленя, обычного оленя, и человек, сидящий, это получается вот размер той рыбы, которая была поймана на озере Лабынкыш. Вот это можете увидеть. Ну и следующий коридор – животный мир Аймеконии. С левой и с правой стороны можете увидеть животный мир Аймекония.
Вообще Аймекон древний улус, и во многих местах говорят, вот такие имеются наскальные рисунки, да. Используя иероглифы, мы тоже рассказываем немножко историю Аймекония. Первыми зарегистрированными национальностями у нас являются эвены, кагиры, да. И, скорее всего, они пришли охотиться за мамонтами и за носорогами, как они кочующий народ, да. Ну а якут, по легенде говорят, пришел на большом белом быке, говорят. И он первоначально присмотрелся, говорят, и увидел земля благодатная. Здесь можно охотиться, здесь можно коров, лошадей завести. И так, говорят, он, якут, пригласил своих сородичей. Так, говорят, пришли якуты и обосновались, да. И мы находимся на священной горе Эбе-Хая. И человек, когда посещает священные места, он хочет загадать самые заветные желания, хочет попросить, чтобы дух горы помог в исполнении желания, да. Но этот зал помогает в исполнении желаний. Ну и в конце зала тоже в ледовой скульптуре сделан утроb матери. Нужно будет пройти по одному, садиться, расслабиться, отогнать все другие мысли, и нужно будет посидеть, немножко почувствовать энергетику горы, да. Потом нужно сформировать правильную мысль, да. Говорят, духи исполняют, когда человек отправляет правильно сформированные мысли, тогда помогает. Поэтому можете загадать свои самые